Мы сегодня будем в творческой форме подводить итоги лета 2022 года, потому что для нас лето – это особенная пора. Мы занимаемся с детьми летом все 3 месяца. То есть все вожатые нашего родного университета сегодня будут выступать вот на тех эмоциях, с теми ритмами и с теми словами, которые они хотели бы показать сейчас всем собравшимся. А кому? Показывать будем следующему потоку. То есть те ребята придут в зал, который предстоит только еще вожатская работа. То есть сейчас будут выступать уже опытные перед будущими вожатыми. Не так давно, но мы включили вожатскую практику уже в учебный план. И для нашего университета это стало обыденным делом, так же, как это было раньше. Что да, мы учимся, и вожатская практика – это одна из неотъемлемых частей, неотъемлемых элементов нашей с вами учебы. На самом деле, работа вожатого – это воспитание прежде всего. И я благодарю в первую очередь всех тех, кто готовил этих вожатых, кто готовит этих вожатых. Прежде всего, вас, в кафедру всю нашу благодарю. Алексей, то он его хлебом не кормит, да и вожатых поучить. Так что вам большое спасибо за вашу работу. Я вас всех поздравляю, всем вам желаю здоровья, в первую очередь, хорошей учебы, ну и, конечно же, нельзя забывать об общественной работе, об общественной нагрузке, потому что, опять-таки, наш педагогический университет, которому в этом году 55 лет, он всегда славился тем, не только тем, что мы готовим учителей, а еще славился тем, что мы готовим людей, которым не безразлично то, что происходит вокруг. Вот вы здесь все именно такие. Спасибо вам большое, всех вас с праздником! Прежде всего, это, конечно же, большая церемония награждения, потому что директора лагерей, а таких у нас порядка 15 общей сложности загородных только лагерей, они представили списочно составы тех вожатых, которые бы они хотели, чтобы были представлены к награде. И вот сегодня как раз-таки эти награды будут вручаться этим ребятам. Это нынешний 4-й курс преимущественно. А также, конечно же, эти ребята 4-го курса будут в творческой форме показывать тому, чему они научились в детских лагерях, чтобы таким образом уже передавать опыт следующему поколению. То есть это как бы вторая наша составная часть нашего концерта. Ну и, конечно же, здесь будут еще присутствовать выпускники нашего университета, которые закончили вуз уже 5, и кто-то даже уже 10 лет тому назад. Да, и вот они сегодня тоже придут передать слова наставления будущим вожатым. 9 лет назад случилось мое первое вожатское лето. И такого жизненного опыта я не получала больше нигде. Во-первых, это бешеный темп жизни, да, в лагере, все же с этим согласятся. Во-вторых, это весь спектр эмоций, каких только можно ощутить. Бонусом это миллиард историй, которые вы привезли с лагеря. Но самый важный скилл, который я для себя привезла, это высыпаться за 8 минут. У нас ежегодно летом отрабатывает от 400 до 500 в общей сложности вожатых, как и в этом году тоже около 450 отработало в нашем университете, но только те, которых точно знаю я, которые проходили по моим спискам, потому что наверняка их гораздо больше в нашем вузе, которые устраиваются где-то сами, работают сами, но вот через меня, через руководителя вожатской практики проходит ежегодно не менее 450 человек. Ну, преимущественно, конечно, детские лагеря Башкортостана, да, то есть у нас таких ежегодно бывает порядка 10-12 лагерей в Башкортостане, с которыми мы сотрудничаем, но помимо этого у нас и Всероссийский центр «Орленок», мы с ними уже много лет сотрудничаем. У нас всероссийский уровень всероссийского, это детский лагерь «Морская волна» в Краснодарском крае. И вот уже 6 лет мы сотрудничаем с детским пансионатом «Радуга» в Крыму. Это организация, которая работает при управлении главы президента Российской Федерации. То есть очень солидный уровень мы показали там нашими вожатыми, и вот работаем там уже 6 лет. Вожатская практика у нас проходила на базе ДОП «Радуга», это находится в Крыму. Я там находился, почти 2 месяца. Я уже 4-й год работаю вожатым. Для меня это была не первая практика, именно поэтому меня и позвал Алексей Валерьевич, чтобы как-то усилить состав вожатых, которые едут первый год, то есть там помочь немного вожатым, которые первый раз поедут. У нас подобрался очень хороший коллектив, потому что в этом лагере работают только вожатые из Башкирского государственного педагогического университета, и коллектив у нас собрался
очень дружный, и смена у нас прошла, в принципе, без каких-либо инцидентов. Все дети уехали довольными и счастливыми. Это моя первая вожатская практика. Сначала было очень волнительно, я не знала, что меня там ожидает, как это будет проходить, какие будут дети, какой возраст у меня будет. Но это волнение и какой-то страх, наверное, пропадает после первой недели. Первая неделя у нас адаптационная, можно так сказать. Вот. После первой недели уже немножечко привыкаешь и уже вливаешься полностью в этот процесс. Ты там учишься находить контакт с детьми, взаимодействовать с ними, потому что в лагере они ведь долгое время достаточно, около месяца там пребывают, без родителей, конечно же, и мы им заменяем и родителей, и всех родных, поэтому случаются разные ситуации, и в лагере ты учишься находить выход из этих ситуаций, находить нужные слова. Эти знания и умения мне, безусловно, пригодятся в педагогической деятельности. Ты не грусти и на печаль махни рукой, а лучше эту песню вместе с нами спой. Сегодня 8 сентября. Год учебный только начался, но впереди вас ждет вот все это. Очень много дел будет у педагогических отрядов, чтобы стать настоящими вожатыми. А между прочим, вожатская практика – первая из активных производственных практик. Вы еще в школу не успеете сходить, и пару всего лишь только мероприятий внеклассных проведете, а в лагере 24/7, 3 недели подряд. Это смена. Именно столько, минимум столько мы с вами будем находиться с детьми. Работа очень сложная, работа очень интересная. Поэтому мы с вами еще встретимся, мы с вами не прощаемся. Это лишь только самое-самое начало, только первая встреча.